Российский учитель за рубежом — это проект, который реализовывается в том числе и в Абхазии. Мы сегодня будем подробно говорить о том, как этот проект реализовывается в рамках Центра русского языка в Галлии. У нас гости Игорь Басов и Элеонора Мягкова, педагоги дополнительного образования Центра международного сотрудничества Минпроса России. Большое спасибо, что с нами здесь. Мы рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Алла. Кроме того, надо сказать о том, что Игорь Басов, вы руководитель Центра русского языка. Помимо того, что вы являетесь педагогом дополнительного образования, мы в том числе и поговорим о том, как Центр работает, какие интересные проекты в рамках этого Центра были реализованы. Давайте по порядку начнем с проекта важного «Российский учитель за рубежом». Как он будет реализовываться в рамках вашего Центра? Я слово предоставлю Норе Сергеевне, немножко историю, наверное, с какого года работает и как реализуется в Абхазии. Российский учитель за рубежом — этот проект, который был запущен в 2017 году, и он направлен на то, чтобы транслировать российскую культуру и российское образование, в том числе и русский язык, на, скажем так, на подрастающее поколение, на молодежь, учеников, школьников в различных странах мира. И в данном случае, в этом году уже в проекте 30 стран, и в том числе Республика Абхазия. Но поскольку в Абхазии русский язык является одним из государственных языков, поэтому мы транслируем культуру и стараемся помогать. Особенно, кстати, это очень важно, когда мы говорим о Галском районе. Это самый, можно сказать, в какой-то степени проблемный район в плане интеграции в абхазское общество. И вы в том числе такой вклад вносите в возможность интеграции, максимальной интеграции этого общества в абхазское, полное абхазское общество. И если говорить о том, что уже сделано в рамках Центра, что вы уже успели сделать, и вообще какая реакция местного населения, насколько активно дети к вам приходят? Хорошо, да. Изначально проект планировался для тех стран, где преподается русский как иностранный. Но как сказала Ленора Сергеевна, в Абхазии русский является вторым государственным языком. Есть определенные сложности в изучении русского языка, как раз, как именно вы сказали, в Галском районе, но, опять же, уже в течение нескольких лет в Галском районе тоже образование идет на русском языке, поэтому на самом деле оказалась ситуация не такая сложная, как мы изначально представляли, и мы работаем именно педагогами доп. Образования. И по нашему образованию, я историк, Элеонора Сергеевна математик, мы, собственно, русский язык-то и не ведем. Мы ведем предметы на русском языке. И в рамках нашей преподавательской деятельности каких-то сложностей больших в объяснении материала на русском языке не встречается. Да, дети, может быть, не знают терминологию какую-то сложную, историческую или математическую, но это не в силу отсутствия знаний и подготовки на уровне садика, начальной школы, просто возрастное незнание этих терминов. А в целом работа идет. Также мы работаем не только с детьми, мы работаем и с учителями. Вот сейчас, в прошлом году мы стали работать в проекте РУЗР с августа прошлого года, и весь год мы работали с школьниками. В этом году ситуация немножко изменилась. Вы знаете, что весной и летом в Республику Абхазию было завезено оборудование со стороны Российской Федерации. В частности, в каждую школу была привезена интерактивная доска, даже 2, и компьютерные классы. Где-то компьютерные, где-то биологические. Точно в Галском районе в каждой школе сейчас есть доска, и есть 7 ноутбуков, как минимум. И в июле месяце приезжал в город Сухум ректор нашего университета Евгений Алексеевич Нижник. У нас была встреча с министром просвещения Ханной Владимировной, и Ханна Владимировна выразила пожелание, раз коллеги здесь работают в проекте, то по возможности переключиться на работу с учителями. Техника есть, да, дети должны на ней обучаться, но преждевременно это сейчас. Нужно сначала обучить учителей.
Здесь мы столкнулись действительно с проблемой. Компьютерная грамотность, она немножко хромает, потому что коллеги, к сожалению, в силу отсутствия материальных возможностей не имели доступа к этой технике. И сейчас мы планируем весь год заниматься повышением квалификации учителей Галского района «Компьютерная грамотность». Игорь Иванович, можно уже какие-то даже итоги подводить? 2 года центр работает, с 23-го года. Да. Сколько детей через ваш центр прошло? В прошлом году мы работали в 3 сельских школах. Хятская номер 1, Хятская номер 2 и Шашикварская школа. Классы небольшие в этих школах, но за весь год прошло обучение порядка 75 человек. Плюс мы вели кружки дополнительные. Я вел кружок исторический, краеведение и археология, а Эльнора Сергеевна вела кружок образовательной робототехники. В целом, за весь год, в разное время, не одновременно, но порядка 100 человек, школьников нас посетили. Любой язык, да, знание нового языка, другого языка расширяет кругозор, но русский язык сейчас что может дать детям из Галского района? Может быть, какие-то перспективы для получения высшего образования в России открываются? Может быть, какие-то совместные с Россотрудничеством проекты будут дальше реализованы? В этом плане какие возможности появляются благодаря вашему проекту? Благодаря этому проекту действительно ребята могут уже задумываться о том, чтобы поступить и обучаться в России в дальнейшем. А также этот проект позволяет детям участвовать в различных международных мероприятиях, конференциях, конкурсах. Например, такой конкурс, который проводится уже 7-й год, «Расскажи миру о своей родине». В этом конкурсе принял участие мой ученик. Мы делали страницу-презентацию о его малой родине, о селе Агубедия. И представляете, что в этом конкурсе участвовала, во-первых, Россия всеми регионами и еще порядка 50 стран, в том числе и Абхазия. И презентация была сделана и на абхазском языке, и на русском одновременно. Да, одно из требований, чтобы был переведен этот материал на иностранный язык, но мы сделали на абхазском и на русском языке. Мы не стали победителями, но уже момент участия был настолько для нас, для меня и для моего ученика. Пока что это был один ученик, это только наша первая такая проба. Можно было выступать и видеозапись делать небольшую про свою родину. Да? Были разные форматы. Но это настолько обогащает и настолько заряжает не то что позитивом, а любовью к своей родине, она, наверное, просто по-другому в сознании каждого из нас начинает играть. То есть в этом случае главное действительно не победа, а участие. Безусловно, не победа, а участие. И, конечно, пусть это был первый шаг, но конкурс «Расскажи миру о своей родине», он будет продолжаться и в следующем году. И, конечно, тогда уже с опытом можно задумываться о том, чтобы как можно больше ребят подключать, да, то есть познакомить их с этой возможностью. А вообще, как дети сами меняются? Вы эти какие-то изменения уже замечаете за 2 года работы с детьми? Это одни и те же дети или новые дети к вам приходят? Нет, дети приходят... Нет, есть дети, которые работают уже в течение 2-3 лет с нами, да. Например, я привожу детей из Галского района для участия в всероссийском археологическом конкурсе, и один из учеников Республики Абхазия весной прошлого года даже вышел в финал, оказался в Москве, и в Москве занял тоже какое-то призовое место. И из Галского района тоже ребята приезжают. В этом году было 2 участника, которые и в прошлом году были, а еще 4 участника были новые. То есть это зависит, опять же, от класса. Дети взрослеют, дети заканчивают школу, дети уходят, поэтому в любом случае приходят новые, мы с ними тоже работаем. Как это сказалось на детях? Конкретно в нашей работе, Элеонора Сергеевна сказала, участие в конкурсе. В прошлом году мы проводили олимпиаду по русскому языку международную, она проходила в это время, и 3 финалистов олимпиады ездили в лагерь «Смена», ВДЦ «Смена» в Россию. Один из них был как раз из школ, где мы работали. И в этом году эта олимпиада проходит, в эту пятницу будет финал олимпиады.
приняло порядка около 1000 человек участников, и треть участников это были дети из Галского района, и в финал вышло 30 человек. И опять же, из них около трети это дети Галского района. Мы считаем, это отчасти наша заслуга, заслуга как организаторов. Мы не учителя русского языка, в большей степени это заслуга учителей, и, соответственно, и дети получат сертификаты, и учителя благодарности. Мы лишь помогаем организовать, опять же, найти возможность и учителям, и детям проявить себя. Вот мы считаем, это наша основная задача. Но вы говорите, что не учите русскому языку, но, с другой стороны, такая форма подачи материала, да, через историю, через игры, через какие-то компьютерные там, игры, может быть, там, через уроки информатики. Дети сами неосознанно, но вовлекаются в процесс. А вот для учителей, почему ваш проект, он важен? Какие-то методики передовые, которые в России используются, они, как я понимаю, будут доведены до них, показаны, опробированы? Так точно, да. Вот вы сказали правильно, что помимо проекта РУЗР, в котором мы работаем, мы уже 3-й год, я являюсь директором Центра русского языка в городе Гале, который был создан в 2023 году по поручению, опять же, Министерства просвещения Российской Федерации, и мы занимаемся регулярным повышением квалификации учителей. И Галского района 2 года было, и в этом году в том числе и учителей Абхазии. Вот непосредственно в настоящий момент уже было реализовано 2 программы здесь, в Абхазии. Одна программа была по истории, она реализовывалась на базе первой школы для учителей Сухума и соседних районов, и на базе Галского центра реализовал я, как историк. Сейчас сюда приехала коллега, которая будет реализовывать программу по русскому языку. Через неделю приедут тоже наши учителя, и у них будет программа для воспитателей детских садов и для учителей, работающих с детьми с ОВЗ. То есть работа эта идет, она постоянная. Опять же, сначала она была акцентирована на Галском районе, но по просьбе, опять же, Ханны Владимировны в этом году мы расширили географию своей работы, и в том числе работаем Сухум, Гагры, тоже проводим курсы повышения квалификации. Элеонора Сергеевна, а как долго это продлится по срокам? Вот проект, касающийся повышения квалификации учителей, дополнительного образования для учителей и касающийся детей. По срокам, как долго вы будете работать с этим? Но этот учебный год мы точно работаем. Мы стараться будем охватить как можно больше школы, практически все постараемся охватить школы Галского района. Но раз мы там находимся, то именно с учителями Галского района в первую очередь мы проведем вот эту работу по их повышению их квалификации и постараемся научить их работать с современными цифровыми и устройствами, а также и научить их цифровым технологиям в образовании. Этот учебный год обязательно мы это сделаем. Ну, а дальше будем стараться продолжать свою работу. А какие проекты, на ваш взгляд, наиболее эффективные? Вот вы уроки информатики были, и другие проекты за 2 года были реализованы, но что вот показало наибольшую эффективность, что нравится больше детям? На чем вообще дальше вот акцентировать внимание? Но мне кажется, детей нужно все-таки стараться выводить на современные и международные конференции, в том числе. Вот, например, в конце февраля этого года с учащимися 9-10 классов сельской школы, Хятской школы номер 1, мы участвовали в конференции, международной конференции «Проектная деятельность обучающихся за рубежом». И вот с этими ребятами, я и совместно с их учителем литературы, мы подготовили проект по использованию искусственного интеллекта на уроках литературы. Это был большой опыт для ребят. Во-первых, подготовить сам этот проект. Да, то есть с искусственным интеллектом они, наверное, отчасти уже, они уже знакомы, но постараться взаимодействовать совместно с учителем и в таком интересном предмете, как литература, постараться
применить этот искусственный интеллект и отметить все плюсы и минусы применения вот этой технологии. А потом рассказать об этом на конференции, потому что мы выступали онлайн, мы подключились, и нас слышали другие команды, нам задавали вопросы, и действительно эта тема вызывала интерес. Это было очень интересно. Ребятам были в восторге, конечно. Действительно в восторге. Вот вы говорите, проектная деятельность, искусственный интеллект. Этому пока вот так массово в школах этого практически нет, поэтому, конечно же, я уверена, что для детей это интересно. Да. Что еще, какие, вот, может быть, какие-то самые передовые практики, которые вы смогли привести, показать детям? Что интересного? Я знаю, что робототехника, там еще какие-то конструкторские интересные решения вы тоже этому обучали. В этом году, по сравнению с предыдущими периодами, вообще активность здесь различных общественных образовательных организаций в Абхазии, в том числе в Галском районе, она увеличилась, можно сказать, кратно. Да? Вот помимо нас сейчас в Галском районе тот же самый кружок робототехники организовали и проводят представители Россотрудничества. И нам здесь сейчас очень удобно контактировать, и мы видим, что наша работа, она не единичная, она становится все более массовой, потому что в силу ограниченности наших возможностей мы могли там какое-то маленькое количество обучить, а когда это приобретает массовый характер, это дает результаты. И вот я бы хотел сказать, что наше основное кредо работы – это, сохраняя традиции образования в Республике Абхазия, добавить что-то новое, современное. То есть вот весь наш процесс образовательный строится так, чтобы мы не забывали какие-то традиционные вещи, учитывали их. Например, в школах запрещено использовать сотовый телефон. Да? Дети его не должны применять. Но отрицать необходимость его использования мы не можем. Поэтому мы учим, да? Мы объясняем учителям и детям, что да, в школе нельзя, но можно использовать телефон, тот же самый сотовый, дома не для смотреть мультики там или еще что-то, а именно для образовательных целей. Сохраняем старое, приносим новое. Вот, наверное, это главная задача. Но не всегда эффективно, и чаще всего даже неэффективно. Говорить детям нет, нельзя. Да. Поэтому как инструмент надо это использовать. Просто вот они через не их знают, интересы, через их интересы как раз телефон это, да, это возможности, в том числе вы говорите про искусственный интеллект и так далее. Да, это можно не обязательно через компьютер и через телефон. А вот про традиционные ценности в целом, если говорить, о чем ваш проект? Вы говорите, мы за то, чтобы сохранить традиционные ценности в образовании абхазском, да? Ваша задача это сохранить. Но что это, чтобы вот наши слушатели понимали, что самое главное, вот какая главная идея, что мы должны сохранить? Сохранить культуру, традиции, обычаи. Вот Элеонора Сергеевна говорила про проект «Моя малая родина». Я расскажу о том, что весной, находясь уже здесь, в Абхазии, я, опять же, прошел курс повышения квалификации для учителей Абхазии по искусственному интеллекту в работе учителя. Я создал урок, и потом этот урок представлял детям. Урок был посвящен теме обществознания, социальный конфликт, но урок был сделан с помощью ресурсов искусственного интеллекта, но на материале абхазском. Нардский абхазский эпос. То есть я попытался представить вот эту тему, социальные конфликты, через образы героев нартов, с созданными иллюстрациями по мотивам нардского эпоса, с какими-то историческими ситуациями. То есть вот это как раз пример того, что я показал современные возможности в образовании, но при этом показал на материале, который детям доступен, привычен, они его знают, и это вот их традиции, к которым мы тоже детей должны возвращать, напоминать. Или если даже не знают, обязательно узнают. И вот как можно их мотивировать вспоминать нашу историю, литературу. Это такие возможности новые, обязательно в образовании, я думаю, будут постепенно к этому, в общем, идти. А вот если о планах поговорить, у нас немного времени до конца беседы остается. Элеонора Сергеевна немного рассказала, что все эти проекты до конца года точно будут продолжены, а вот дальше, может быть... До конца учебного года. То есть до конца учебного года. Следующий календарный год. Мы работаем, у нас контракт годовой, но, насколько я знаю, наша работа здесь, в Абхазии, она ценится действительно нашими коллегами, руководителями в России, и, насколько я знаю, разговоры об этом были, проект этот планируют расширять здесь, в Абхазии.
То есть в некоторых странах таких учителей, как мы, работают уже несколько сотен. В Абхазии только пока 2 человека. Шли переговоры о том, чтобы расширить количество участников этого проекта в Республике Абхазия. Наверное, эти мысли, идеи, они будут реализованы в дальнейшем, и нас тут станет больше, у нас появятся коллеги, у нас будет тут методсовет свой, и работа будет расширяться. Речь идет только о Галском районе или Нет, в планах речь идет возможно... о всей Республике Абхазия. То есть центр будет в Галском районе? Центр будет в Галском, может быть, переместиться в Сухума, в Гале останется филиал, опять же, из разговоров с министром просвещения Республики Абхазия Ханна Владимировна. Да, это не секрет, и это часто в прессе бывает. По некоторым узким специальностям школьным есть в Абхазии недостача преподавателей. Да? И об этом говорится, что готовы будут принять граждан Российской Федерации для того, чтобы они работали в абхазских школах. Это такие, как там математика, физика, химия, да, вот там. И учителя русского языка, они тоже уже в дефиците? Возможно, и учителя русского языка. Нам ближе наша профессия, наше направление. Русский язык, возможно, тоже, но я вижу здесь, опять же, в Абхазии прекрасные учителя русского языка, талантливые, успешные. А какие проекты, может быть, в планах, в разработке, может быть, вы считаете нужным какие-то проекты в будущем рассматривать, реализовать? Вот чего не хватает детям, особенно в Галском районе? Еще чего, может быть, какие-то направления, которые им были бы интересны? Здесь задача большая, она комплексная. Опять же, я не скажу, что процесс идет. Да? Вот я думаю, что я поддерживаю это. Нужно привлекать детей из города Гала, чтобы они как можно больше участвовали в проектах, которые реализуются здесь, в Абхазии. Реализуются Министерством просвещения Республики Абхазия, реализуются Абхазским государственным университетом. То есть основная эта задача какая? Чтобы эти дети после окончания школы, они продолжили свое образование дальше, и продолжили здесь, в Абхазии. Может быть, да, если какие-то, опять же, узкие специальности, они получили образование в России. Но, опять же, надо их настраивать на то, чтобы они вернулись на свою родину и работали здесь, в своей малой родине, в Галском районе, или в общей родине Абхазии. Я почему вас вот в середине разговора спрашивала про то, видите ли вы какие-то в детях изменения? Вот, какая-то переориентация, не секрет, действительно, выпускники галских школ уезжают в Грузию, и есть такие примеры, об этом и глава Галского района в интервью неоднократно нам говорил. Но как вам кажется, вот дети меняются, и интересы их там в сторону, может быть, Абхазского университета, в сторону российских вузов в рамках Россотрудничества. Есть прекрасная возможность поступить в лучшие вузы России. Я отвечу, да, на ваш вопрос. Вот как раз я, опять же, думаю, что наша работа должна быть в долгую. И вот мы сейчас работаем с детьми не 10-11 класса. Мы работаем в прошлом году и в этом работаем с детьми вот как раз в таком 7, возрасте. 8, 9, да. Поэтому ваш вопрос, возможно, преждевременный. Да, вот результат нашей работы, он может быть уже через несколько лет. Да. Сейчас мы его пока не видим, потому что мы готовим почву, да, так скажем, для того, чтобы эти дети вот сейчас, не в последний год своего обучения в 11 классе, вот давайте, ребята, вот давайте сделаем вот это. Хотя и старшие у нас дети были. Надо начинать вот с младшей школы, среднего звена и постепенно работать. Тогда будет результат. Если подытожить наш разговор вот 2-3 словами про эффект проекта, если сказать, который уже виден, осязаем. Элеонора Сергеевна, как бы вы описали коротко проект? Эффект это как, наверное, как луч такой света, да, который просто подсветит ребятам возможности их дальнейшего выбора своего пути жизненного, профессионального, выбор образовательной стратегии своей. Это вот как такая возможность подумать о будущем и сориентироваться. Элеонора Сергеевна, Игорь Иванович, большое вам спасибо, что были здесь, рассказали. Мы вам удачи желаем в реализации ваших проектов. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. А нашим слушателям напомню, мы говорили о проекте
российский учитель за рубежом и работе Центра русского языка в Галлии. У нас в гостях были Игорь Басов и Элеонора Мягкова. Это преподаватели Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России.